Добрый вечер. 14 января, 687-й день аннексии Крыма. Время новостей. Президент Украины Петр Порошенко намеревается возвращать Крым политико-дипломатическим путем в формате «Женева плюс» при участии США. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции. Также Порошенко уверен, что в течение года Киев восстановит суверенитет на Донбассе. В 2016 році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного. І ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму я розглядаю формат «Женева плюс» за участю наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму. Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу і Криму, я планую вирішувати насамперед політико-дипломатичним і міжнародно-правовим шляхом. І ще раз наголошую на нашій твердій відданості повному виконанню всіма учасниками всіх без виключення пунктів Минских угод. В Симферополе исчезла 16-летняя крымская татарка. Эльвина Розакова вчера около 8 утра вышла из дому в селе Дубки и поехала на учебу. По словам ее мамы, связь с ней пропала с самого утра. Девушка соблюдает ислам, носит платок и длинную мусульманскую одежду. Родные девушки обращаются ко всем с просьбой оказать содействие в поиске Эльвины и сообщить любую информацию по телефону, который вы видите на экране. Оккупанты планируют в Крыму террористические акты и новый виток репрессий. Так считает правозащитник Эскендер Бариев, ссылаясь на вчерашний призыв российской администрации Крыма к украинской власти разоружить незаконные военизированные формирования, цель которых – совершение террористических актов, направленных против Крыма. Бариев считает, такое заявление сделано для того, чтобы возложить всю ответственность за террористические акты и гибель людей в Крыму на Украину. Подобные заявления делаются не просто так. Они делаются с той целью, чтобы упредить или, как говорят, как существует русская пословица, на варе и шапка горит. То есть для того, чтобы найти сразу, скажем, объект, тот, кто будет виноват, и, соответственно, таким образом спровоцировать ситуацию в Крыму. Мы видим четкую, вот такую следственную линию. Линию, когда председатель регионального межлиса Белогорского района Мустафа Саба подбрасывали патроны, когда по 26 февраля проводят суды, проводят аресты в отношении крымскотатарских активистов и пытаются обвинить в экстремизме, когда всячески пытаются заявить о том, что чуть ли межлис крымскотатарского народа не имеет отношения, или вернее имеет отношение к ИГИЛу и так далее. Хотя межлис крымскотатарского народа – это высший представительный орган крымских татар. 118-й день гражданской блокады Крыма. Сегодня в ее центральный штаб приехал заместитель председателя Межлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. По его словам, блокада выполнила одну из главных своих целей – вернула Крым в повестку дня. Также, говоря о деятельности гражданской блокады Крыма, он отметил функции будущего батальона. Больше говорят о Донбассе и о Сирии, и о каких-то других событиях в мире, то благодаря вот этой первой блокаде, или так называемой товарной блокаде Крыма, Крым вернулся в это информационное пространство. Вот только ради этого стоило ее сделать. Цель этой энергетической блокады была не в том, чтобы людей в какой-то хаос окунуть, чтобы они там замерзли или остались без электричества, без света и так далее. А основная цель была переложить расходы на плечи бюджета Российской Федерации. Я думаю, если батальон имени Нумана Челебиджихана в составе вооруженных сил Украины появится, это не будет самостоятельным воинским формированием, как это пытаются представить средства массовой информации, если их так можно назвать, Российской Федерации. Существовать оно будет по правилам и по законам государства Украина.
Командир штаба гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов отреагировал на принятое заявление Российского Госсовета Крыма, в котором осуждают блокаду полуострова и называют ее геноцидом крымчан. Автором идеи выступил вице-спикер Ремзи Ильясов. Проведение расследования по факту нарушения Украиной своего обязательства по предотвращению геноцида в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказания за него в связи с непринятием всех возможных мер для прекращения геноцида в отношении Республики Крым. Инициирование по итогам расследования вопроса о приравнивании государственным органам Украины действий лиц, групп лиц и организаций, которые, не имея правового статуса государственных органов, фактически действуют под строгим контролем властей государства Украины, что следует рассматривать как ответственность государства за международное правовое деяние. Я бы рекомендовал всем тем, кто остался в Крыму, и так получилось, что без решения Меджлиса, то есть без решения Курултая, значит, без решения народа, пошли, причем в законодательную еще и власть оккупированную, то есть оккупационную власть вступили. Хотя бы найти в себе силы, хотя бы сделать так, чтобы будущее поколение хотя бы что-то нашло в их действиях оправдательного. Хотя бы пусть они одного политзаключенного выпустят, пусть они займутся теми вопросами, которые касаются крымских татар, тех крымских татар, которые, честь имея, не предав собственный народ и не пойдя против Меджлиса, решения Меджлиса, отстаивали, на самом деле, как бы интересы Украины, интересы крымских татар. Назолсан ол, амада халхнен айрылма. Вот то, что сейчас они сделали, улар айрылдылар шинч халхтан. Халх с нами, халх с народом, халх с Меджлисом. Любое решение, любые слова, которые они произносят, пусть они смотрят на себя в перспективе. Ильясов и те, особенно муфтий, Заура просто даже не хочу каким-то образом даже брать, потому что все-таки то, что эти два человека делают, которые находились в Меджлисе, им дадут оценку в перспективе будущее поколение, и правнуки этих людей будут пожинать эти плоды, которые они сейчас сеют. То, что мы здесь делаем, то, что они называют геноцидом, мы делаем то, что мы можем делать. Делаем это с народом, пообщавшись с народом, и принимаем решение на Меджлисе, тот, который они считают нелегитимным теперь уже, да, когда им теперь уже стало невыгодно. Вот сейчас, завтра у нас будет Шура Всемирного конгресса крымских татар, который будет давать оценку всем действиям крымских татар, которые находятся в любой точке мира, которая находится. Поэтому я за то, чтобы каждый крымский татарин отдавал сегодня себе отчет, с кем он. С кем он. Не искал поводы себе, какие-то там поводы оправдать свою трусость и оправдать собственное вот это вот ничтожество, я его по-другому не называю, потому что сейчас время действий, определенных действий. Мы как народ, располагая таким историческим шансом, как сейчас нам история такой шанс предоставила, должны этим шансом воспользоваться и вернуть себе свою землю, чтобы она принадлежала крымским татарам внутри Украины, но принадлежала крымским татарам по праву. Вот это право мы должны будем, в том числе и ценой крови определенных людей, нам придется это сделать, как сделали на Майдане те украинцы, которые, пролив эту кровь, во многом изменили Украину. Не скажу, что во всем, но во многом изменили. Мы должны свою лепту внести как народ. Тогда будем иметь шанс. Предварительная сумма ущерба Крыму от блэкаута превысила 360 миллионов рублей. Как сообщила прокурор Крыма Наталья Поклонская, эта сумма состоит из убытков, которые предоставили Министерство промышленной политики, здравоохранения и транспорта Российской администрации Крыма. Поклонская добавила, что подсчеты ущерба продолжаются, и окончательная цифра может вырасти в несколько раз. Эта сумма складывается из убытков, ущербов, которые предоставили Министерство промышленной политики, Министерство здравоохранения, Министерство транспорта. То есть затраты, понесенные различными ведомствами для того, чтобы поддержать и не прекращать работу всех необходимых организаций. Еще 2 месяца под стражей. Двоим фигурантам дела Хизбут Тахрир Российский городской суд Севастополя продлил срок содержания под стражей. Руслан Зиятуллаев и Рустем Ваитов останутся в СИЗО до 22 марта.
Завтра суд рассмотрит дела еще двух обвиняемых – Нури Примова и Ферата Сейфуллаева. 4 жителей Севастопольского региона задержали еще в конце января прошлого года. Их обвиняют в терроризме. В отношении двоих, которые были сегодня, опять сроки продлили до 22 марта на 2 месяца, сославшись на то, что сейчас мы ознакомимся с материалами дела. Завтра будет по остальным двум. Это Климов, получается, и Сейфуллаев Ферат. У них получилось 14 томов, порядка 250-300 листов каждый том. 14 томов всего. Мы ознакомливаемся, и где-то, я думаю, все это продлится не меньше месяца еще, наше ознакомление. Все-таки материала очень много. Плюс есть аудиозаписи и ряд вещественных доказательств, которые тоже нужно изучить. Мнение защиты вообще не учитывается. И те доводы, которые приводят мои коллеги, они абсолютно не учитываются. И все решает следователи Федеральной службы безопасности. Если оценивать весь прошедший год, то есть то, как проходили судебные заседания по продлениям, то отношение к защите, к сожалению, перспективы и прогнозы, так скажем, печальные. Однако я считаю, что работать необходимо. И я думаю, что мы, то есть я и мои коллеги, все-таки сможем доказать, что данное дело юридически несостоятельно. Завтра продолжится судебное заседание по делу 26 февраля. На скамье подсудимых 7 крымских татар. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках под стенами Крымского парламента 26 февраля 2014 года. Крымская прокуратура на заседании вынесет обвинительное заключение. Сотрудники Крыммолока возмущены закрытием предприятия. Причиной остановки крупнейшего производителя молочной продукции в Крыму, по версии российских властей полуострова, стала нерентабельность. Уже прекратили работу заводы в Евпатории и Раздольном. Работники предприятия уверены, натуральную крымскую молочку заменят завезенной российской продукцией длительного хранения, а землю завода Крыммолоко заберут под застройку. Нас поздравили просто с Новым годом, поздравили в кавычках, выбросили на улицу, где в Крыму крымчанам найти работу. И нас поставили просто перед фактом. Либо увольняйтесь, либо что хотите делайте. И мы не можем до сих пор понять, что произошло. На каком основании завод закрыт? Почему людей выгоняют на улицу просто в такое тяжелое, вообще экономическое время для страны, для Крыма в частности? Долг завода 27 миллионов, там 21 или 27 миллионов. Мы в конце декабря отказались от своих поставщиков. Сейчас люди, хозяйства эти, не знают, куда сдать молоко. Вот такое семенное хозяйство, там женщина просто плачет, она не знает, куда его сдать. Мы кинули людей, не только нас кинули, но и поставщиков сырьем. Здесь интересы преследуются совсем другие. Территория, землю в центре города забрать. Деньги, это территория, очень большая территория здесь. И все, завод здесь не нужен. Когда Украина у нас была, нам по 4 месяца зарплату не платили, мы это все терпели, мы никуда не могли пойти, мы все боялись. Думаем, ладно, пришла Россия, это честные люди, справедливые, они нам помогут, мы будем вместе с ними работать. А получилось, что нам надо было писать везде, сообщать, жаловаться, а мы просто сидели и ждали, когда нас обанкротят. И мы еще виноваты. И мы еще оказались виноваты, что мы никуда не писали, мы не жаловались. Но если вы все это видели, вы на сайте были, почему вы сами на это внимание не обратили? И министр один, и министр второй. А продукцию откуда будут привозить? С материка, с России. Это наши крымчане будут есть продукцию длительного хранения. Это химия. Мы натуральные. Мы докормили детей и всех жителей Крыма натуральной продукцией. Российский рубль продолжает падать из-за удешевления нефти. Доллар в России достиг отметки 76,5 рублей. В течение первых недель года на мировых торгах нефть дешевеет, обновляя минимумы последнего десятилетия. Корреспонденты Крымреалии опросили жителей Симферополя об их отношении к росту курса доллара и обвала цен на нефть. Никак. Никак не переживаю. У меня такая работа, что мне этот доллар как-то безразлично. Ну, то, что нефть дешевеет, это хорошо. Значит, будет, как в народе говорят, халявный бензин. А раз будет халявный бензин, извините, я могу поехать в ту же самую Украину, купить там продукты по бросовым ценам, приехать сюда и нормально себя чувствовать. Нас как-то больше студенческая жизнь волнует. Я переживаю за судьбу России.
А доллар я его не признаю и никогда не признавала. Я думаю, что с таким руководством, как у нас в России, и с Путиным справиться. Они очень умные, благодаря им мы живем и радуемся. Задорнов хорошо по этому поводу сказал. Это говорит, что за государство, если у арабов где-то нефть дешевеет, а русские люди за счет этого стали хуже жить. Смысл, какая связь между этим? У арабов нефть дешевеет, а мы хуже живем. Приходишь на рынок, у бабушки семечки подорожали, потому что нефть подешевела. Но это реально так. Это реально, вы зайдите и посмотрите, какая связь между бабушкиными семечками и нефтью у арабов. В Турции произошел еще один теракт. В провинции Диярбакыр на юго-востоке страны подорвался автомобиль со взрывчаткой. Как сообщает BBC, взрывное устройство сработало у входа в полицейский участок. Из-за взрыва также повреждены соседние здания. Позже неизвестные обстреляли участок из гранатометов. На данный момент известно о 5 погибших и 36 пострадавших. На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. Турецкие власти обвинили в организации взрыва боевиков запрещенной в стране рабочей партии Курдистана. Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна группировка. А в центре Джакарты, столицы Индонезии, прогремело 6 взрывов. По предварительным данным, погибли 7 человек, 4 из них сами нападавшие. Террористы бросали в толпу гранаты и стреляли из автоматов. Один из взрывов прогремел напротив торгового центра. Сработало взрывное устройство, заявила полиция. Предполагается, что серию взрывов в центре Джакарты устроила группа примерно из 10-14 боевиков, в том числе нескольких террористов-смертников. Среди погибших офицер полиции. Место происшествия оцеплено полицией. Правоохранители ведут перестрелку с боевиками. На улице выведены дополнительные вооруженные отряды. Polisi itu. Bunuh diri dia. Bunuh diri ya. Dia bunuh diri. Meledak sendiri ya? Iya, meledak sendiri. Iya, meledak sendiri, Pak. Событиям Украины. Во второй этап отбора на должность в антикоррупционную прокуратуру прошли 254 кандидата. Их проверяли на общие знания и знания законодательства. Подробнее в сюжете Эльвины Сидбулаевой. Эти люди выбирают борцов с коррупцией. Их 11. Из них 2 депутатов, Борис Береза и Игорь Луценко, не пришли. Не пришел и руководитель отдела кадров Генпрокуратуры Роман Мартемьянов. Кворум есть. Комиссия рассматривает жалобы кандидатов. В принципі, в нас питання щодо його стажу – це от якраз те, що ми зараз обговорюємо. Бо якщо ті 3 місяці випадають, відповідно, в нього стаж буде менший. Там буде 4 роки, там скільки 10 місяців. Хто за, щоб задовільнити скаргу Кравчука, допустити його до подальшого конкурсу та дачі тестів? Хто за? Немає. Хто проти? Так, одноголосно. Хто утримався? Відповідно, немає. Из 5 пожаловавшихся 3 не допустили. Ранее они работали в отделе по борьбе с коррупцией, а это одна из основных причин недопуска. Их кандидатуры даже не рассматривают. Це вимога закону, тому ми виконуємо закон. Є порядні люди і серед тих, які працювали там, в тих підрозділах. Тобто, можливо, трошки було завчасно таку норму вписувати, але я не можу коментувати позицію Верховної Ради. Нам треба виконувати закон, який він є. В итоге 254 кандидата попали во второй этап отбора. 64 тест не выдержали. Их проверяли на общие знания и знания законодательства. Я не виключаю, що за наслідками цього конкурсу ми не зможемо обрати всіх 33 особи. Тобто я не виключаю, що може десь в кінці лютого, березень, можливо, що буде оголошено повторний чи і новий конкурс на інші посади. І професійних, можливо, якихось якостей. Конкурс антикоррупционная прокуратура объявила на 33 вакансии. На должность берут тех, кто имеет не менее 5 лет стажа работы в прокуратуре. Уже на следующей неделе последний этап конкурса. Эльвина Сидбулаева, Марина Морозова, Эльдар Исматов, Заман, АТР.
Публичная библиотека Нью-Йорка представила старые фотографии Крыма. Библиотека подготовила и оцифровала более 670 тысяч старинных фотографий, снимков карт, книг, открыток, среди которых представлены фотографии Крыма разных времен. В коллекцию вошли фотографии детского лагеря «Артек», крымско-татарской школы, а также фотографии с примерами национальных костюмов крымских татар. Все оцифрованные снимки подписаны. Материал размещен на сайте библиотеки в открытом доступе. Использовать их можно бесплатно. Крымско-татарский фильм представит Украину на Берлинале. Короткометражная лента молодого украинского режиссера Наримана Алиева «Сенсыз. Без тебя» представит Украину на 66-м Берлинском международном кинофестивале. Кинолента рассказывает о крымско-татарской семье. Это мой новый фильм «Сенсыз. Без тебя». Я его снимал летом еще в Крыму вместе со своими братьями. В главных ролях у меня снимались два двоюродных брата Февзи и Ремзи Белялова. Вот. И эта история мы посвятили нашему брату, который погиб 6 лет назад, Арфану Слимову. И теперь так произошло, что его отобрали на Берлинский кинофестиваль в секцию Generation 14+. Если все будет хорошо, в феврале будем в Берлине представлять Украину вместе с этим фильмом. Ну, очень жаль, конечно, что это только единственный фильм, который от Украины попал в Берлин. Но, тем не менее, хорошо, что уже хоть кто-то будет представлять там интересы нашей страны. Это все новости на этот час. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.